Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы. Трагедия в поселке Сунтар. От выстрела из ружья погиб 11-летний мальчик. За первое полугодие объем ипотечного кредитования в Якутии вырос на треть. Сколько кредитов получили жители республики. И новые требования. Готовность к учебному году проверяют в столице региона. Игры с оружием привели к смерти ребенка в селе Сунтар. 11-летний мальчик погиб от выстрела из ружья, найденного на штрафстоянке. Заряженное оружие подростки нашли в машине УАЗ. 13-летний мальчик взял в руки ружье, чтобы рассмотреть. Неожиданный выстрел стал причиной смерти товарища. Сообщение об обнаружении тела поступило в следственные органы вечером 16 августа текущего года. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа под руководством следователя Следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы случившегося. На данном этапе установлено, что 16 августа вечером трое малолетних детей проникли на территорию стоянки, где открыли незапертую дверь автомашины УАЗ и обнаружили там ружье. Один из детей вынул это ружье и, играя, произвел нечаянный выстрел в 11-летнего мальчика, который от полученной травмы скончался на месте происшествия. Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение. 49 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Исен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня. Большинство заболевших, 29 человек в Якутске, в Мирнинском районе 5 случаев, в Нерюнгринском и Хангаласском районах по 3, в Алданском и Чурапчинском районах по 2 случая. По одному заболевшему в Горном, Мегино-Кангаласском, Татнинском, Тампонском и Усть-Алданском районах. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Остается высоким число больных коронавирусом в тяжелой форме. К другим темам. За первое полугодие объем ипотечного кредитования в Якутии вырос на треть. Жители республики получили около 5,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 17 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных сделок увеличилось на 12%. Рост произошел на фоне снижения процентных ставок. Средний размер ипотечного кредита якутянина составляет 3 миллиона рублей, а средний срок погашения – 18 лет. С 1 августа в коллективный договор «Алроса» и профсоюза «Профалмаз» внесены поправки. Однако действовать они начнут с 1 января следующего года. Изменения коснутся в основном пунктов оплаты проезда. Подробности у Иваны Филипповой. Коллективный договор «Алроса» и «Профалмаз» заключили еще в декабре 2019-го. Этим летом в бумагу пришлось внести изменения. Причиной послужила нестабильная экономическая ситуация в стране. Также санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные по борьбе с ковид, повлияли на деятельность алмазной компании. Но волноваться не нужно. Поправки будут действовать с 1 августа до конца текущего года. И рабочих профессий в Якутии это массово не коснется. Изменения направлены на руководящие должности. Согласно статьи 41 Трудового кодекса Российской Федерации, льготы и преимущества для работников, условия их труда более благоприятные по сравнению с установленными законами могут устанавливаться в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя. По решению комиссии приостановят ряд льгот. С 1 августа полностью отменили компенсацию проезда к месту отпуска и обратно для сотрудников и их семей, не проживающих на Крайнем Севере. Однако на возмещение расходов смогут рассчитывать те, кто приобрел или оформил проездные документы до 31 июля. Для работников Крайнего Севера приостановили компенсацию проезда к месту отдыха в страны СНГ, а также расходы по провозу личного автотранспорта водным путем. Также для работников Крайнего Севера, должности которых отнесены к 7-му грейду и выше, приостановили право на дополнительную компенсацию расходов по оплате проезда к месту отпуска и обратно. Данные поправки не коснутся рабочих профессий и руководителей работников до 7-го грейда. Будет приостановлена льгота в части возмещения стоимости путевок неработающим пенсионерам компании на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Ситуация у нас довольно сложная по заболеваемости коронавирусной инфекцией, и тяжелее всего переносят это заболевание люди
старше 60 лет. Поэтому здесь мы, конечно, в первую очередь рассматривали данный факт, поэтому и приняли такое решение. Изменения коснутся и работников, которые вернулись в компанию после прохождения военной службы. Им временно не будут выдавать единовременную выплату. Ну а более подробно обо всех изменениях можно узнать на сайте профсоюза «Профалмаз». Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Результаты дополнительного периода ЕГЭ можно узнать сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки региона. Участники могут ознакомиться с результатами на интернет-портале или в своей образовательной организации, говорится в сообщении. Заявления о несогласии с выставленными баллами будут приниматься в режиме онлайн 18 и 19 августа. Готовность к учебному году образовательных учреждений проверяют в столице региона. Художественное и музыкальное училище осмотрела комиссия Минкультуры. Ознакомились с учебными планами и техническим состоянием кабинетов и здания. Позже заведение проверит на соблюдение санитарных и противопожарных норм. К уже существующим требованиям из-за пандемии добавились новые. Теперь обязательно наличие в аудиториях кварцевых ламп, а на входе ежедневно будут измерять температуру. Между тем, продолжается приемная кампания в онлайн-режиме, а в каком формате начнется учебный год, пока неизвестно. Прямо как в фильме. Каждое учебное заведение выбирает свой путь, но, конечно, у нас особые учебные заведения, и поэтому творческие специальности, мы так считаем, что они должны, наверное, очно преподаваться, а какие-то общие предметы более расширенного спектра, они будут, наверное, скорее всего, в заочной форме. Но все равно это на усмотрение администрации, директоров, поэтому сейчас этот вопрос решается в течение 4 дней. Лучшего водителя такси выбрали в столице региона. В Якутске прошел региональный этап всероссийского конкурса под названием «Лучший водитель такси». Он проводится уже во 2-й раз. В этом году количество участников чуть меньше. Организаторы отмечают, что это связано с пандемией. Своих водителей выставили таксомоторные службы города. Теоретическую и практическую части участники конкурса сдавали под пристальным контролем организаторов и членов жюри, куда вошли представители Минтранса, ГИБДД и Союза таксистов Якутии. По итогам упорной борьбы первое место завоевал Олег Шемян. Победитель представит наш регион осенью на всероссийском финальном этапе конкурса. Конкурсные задания довольно-таки не очень сложные были. Больше только волнения. Ну, вы точно будете принимать участие и представлять регион? Ну, пока да. Пока собираюсь ехать. Причем с большим удовольствием. Почему бы осенью не съездить в Сочи? Он, получается, за счет организаторов, спонсоров всероссийского мероприятия поедет в город Сочи на трассу Формулы-1 выступать именно по мастерству, представлять свою родную республику. Проезд, трансфер, проживание – все гарантированно оплачивается, как и в прошлом году, организаторами и спонсорами данного проекта. Якутянин стал призером дальневосточного конкурса. Николай Степанов удостоен гран-при фестиваля «Красиво ДВ». Его видеоролик «Якутский холод» получил 300 тысяч рублей. Якутянин участвовал в 4 из 5 номинаций конкурса. Сам победитель рассказал, что надеялся на победу другой своей работы – ролика под названием «Над Якутском. Столица Якутии». Николай Степанов выразил благодарность всем якутянам, которые поддерживали его и голосовали за ролик. И еще один успех якутян уже на всероссийской арене. Финал конкурса красоты среди замужних дам состоялся в московском «Известия-холл». Якутию представили сразу 3 красавицы. Об их титулах, ярких образах и, конечно, о самом конкурсе расскажет наш СОПКОР в Москве Айсана Бурнашова. Алдан, Москва, Уфа, Балашиха. Конкурс объединил участниц из более чем 30 регионов России. Позади этап визитки и талантов. Они прошли сразу в первый день конкурса. Ну а в финале участницы предстали в национальных нарядах, вечерних платьях и самых неожиданных образах. Принять участие в конкурсе могла любая представительница прекрасного пола. Главное условие – наличие штампа в паспорте или наличие ребенка. В этом году за титул «Миссис Россия» борются сразу
46 очаровательных конкурсанток. Мама, любимая жена, бизнес-вумен, спортсменка. Каждая участница доказывает своим примером, что материнство и замужество – это не только пеленки и кастрюли. В этом и заключается миссия конкурса. Выход на сцену для девушек словно выход из зоны комфорта. Участницы признаются, что немного переживают. Может, кто-то думает, что она не модель, никто, почему она так себя преподнесла так высоко, может быть, да? Может, мои земляки хотели бы видеть там нашу чистокровную якутянку, да, Халабра. Вот это больше меня волновало. Вместе с Дарьей Якутию представили еще две красавицы из Алдана. Юрист по образованию, мама троих детей, спортсменка и кондитер Карина Мандур, а также хозяйка фотостудии и собственного ивент-агентства, жена и заботливая мама Антонина Бочкарева. Членам жюри пришлось не просто выбрать ту самую, ведь на кону не только корона и титул, но и путевка на международный конкурс красоты. Нам важно, чтобы она была красивой не только внешне, но и внутренне. Мы с девушками прожили определенный период времени вместе, да, и посмотрели на них в разных ситуациях, так скажем, да. И я надеюсь, что сегодня мы сделаем правильный выбор. И выбор был сделан. Эксперты определили 7 победительниц, которые будут защищать честь России на конкурсе «Миссис Ворлд». Одной из них стала Дарья Лаврова, якутянка, хозяйка сразу 4 титулов: «Миссис Элегантность», «Творчество», «Достояние России» и «Народная миссис». Какой из твоих титулов позволил тебе выйти на международный уровень? Вот этот титул «Народная миссис». За счет того, что вы максимально... Мои родные люди все голосовали днями и ночами, и благодаря этому титулу я могу уже принять участие в «Миссис Мира». Бьюти-копилку республики также пополнили и якутянки Карина Мандур и Антонина Бочкарева. Благодаря конкурсу я поняла, что надо доработать, где надо развиваться, познакомилась со многими интересными людьми, и мне только пошло это на пользу. Все очень самодостаточные, уверенные в себе женщины, которые несут в себе пример того, что женщина может быть и женственной, и в то же время делать какие-то предпринимательскую деятельность. Совсем скоро титулованные красавицы вернутся к привычной жизни. Дома их ждут дети и супруги, семейный очаг и любимое дело. Ну а Дарье Лавровой и 6 остальным победительницам предстоит серьезная подготовка. Ведь уже в ноябре мы сможем наблюдать за их успехами на международной арене конкурса «Миссис Ворлд» в Шри-Ланке. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.